Добрый вечер. В эфире программа «Главные итоги». В студии я, Наран Аеп. На уходящей неделе министр иностранных дел Айдарбеков сообщил, что с просьбой о помощи для возвращения в Кыргызстан в МИД обратились 8700 кыргызских граждан, проживающих в 52 странах. Президент встретился с представителями бизнес-ассоциаций, обсудив вопросы восстановления экономической активности после эпидемии. Депутат Никитенко потребовала от правительства оплатить коммунальные платежи предприятиям за вынужденный простой в период ЧП и заявила, что правительство должно до конца года объявить налоговые каникулы. Премьер Абулгазиев сообщил на заседании парламентского комитета по правопорядку, что все положенные компенсации правоохранителям и военнослужащим, работающим по предотвращению пандемии коронавируса, будут выплачены. Ранее сообщалось, что они добровольно от них отказываются. Кыргызстан получил из Китая в качестве гуманитарной помощи 100 тысяч ПЦР-тестов, 30 тысяч медицинских очков, 30 тысяч масок N95, 150 тысяч медицинских масок и 1000 термометров. Вице-премьер Асрандиев сообщил, что 92 тысячам потребителей отсрочили выплату кредитов на 60 миллиардов сомов на 3 месяца. Эпидемия коронавируса не отменила призыв в армию. Президент подписал об этом указ. В связи с коронавирусом состоялись видеоконференции министров иностранных дел стран СНГ, а на другой день стран ШОС. Вчера на площадь Алато на митинг за права граждан во время карантина вышло 3 человека. В рамках швейцарского проекта реформы медицинского образования при областных центрах семейной медицины начали открываться колл-центры для консультаций по предотвращению распространения COVID-19. Приостановил прием беременных и роженец роддом Национального центра охраны материнства и детства, в котором у сотрудников обнаружен коронавирус. Полпредправительства в Нарынской области Алымкулов запретил проведение митингов в Атбашинском районе. 9 мая там прошел митинг против карантина. Полпредправительства Волжской области Дилкыбаев сообщил, что Всемирный банк выделяет на развитие области 60 миллионов долларов. Жогорку Кеңеш признал отчет правительства по итогам работы за 2019 год удовлетворительным. В рамках программы ПРООН по поддержке выборов правительство Германии решило выделить Кыргызстану 500 тысяч евро для совершенствования избирательных процессов. По представлению председателя дисциплинарной комиссии при Совете судей Бакировой, президент Джейнбеков досрочно освободил от должности 8 судей. Межрайонные суды преобразовали в административные, а экономические дела теперь будут рассматриваться в районных. Финпол начал в отношении депутата Джумалиева досудебное производство в связи с законностью происхождения его имущества. В то же время Бишкекский горсуд отклонил заявление адвоката Токтаконова, который просил начать такое же производство в отношении Раимбека Матраимова. Некоторые депутаты возмутились тем, что законопроект о 5% избирательном пороге находился в Минюсте на экспертизе 3 месяца, а 7% всего 12 дней. И именно второй вынесли на рассмотрение Жогорку Кеңеша. Комитет по правопорядку отложил рассмотрение пакета изменений в Уголовный кодекс, предложенный МВД, потому что замминистра Памир Асанов не смог объяснить, почему пункт о наказании чиновников за контрабанду необходимо декриминализовать. Парламент вынес на общественное обсуждение законопроект депутата Асылбаевой о манипулировании информацией, в котором говорится, что необходимо контролировать контент в интернете. На 78-м году жизни скончался депутат легендарного парламента Султанбек Табалдыев. ГКНБ задержал экс-директора Госагентства связи Черногубову в связи с переоформлением лицензии оператора связи. Бишкекское автотранспортное предприятие объявило новый тендер на приобретение 100 автобусов за 710 миллионов сомов. Минобразование объявил, что в связи с коронавирусом в этом году госэкзаменов 9 и 11 классах не будет. И им выставят оценки, исходя из общих достижений. А учебный год в школах завершится 30 мая в дистанционном режиме. При этом не будет
будет выпускных баллов, а церемонии последнего звонка пройдет в онлайн-режиме. Бывшего премьера Сапара Исакова вернули из колонии номер 8 назад в СИЗО-1, так как он является фигурантом уголовного дела о ремонте исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате. В преддверии Дня матери, который отмечается сегодня, президент Жээнбеков встретился вчера с многодетными матерями и вручил им ордена Баатыр-Эне. А для сегодняшней программы мы отобрали следующие события. Инциденты на кыргызско-таджикской границе переходят в хроническую фазу. Верховный суд оставил в силе пожизненный вердикт в отношении Азимджана Аскарова. В странах Запада тоже смягчают правила карантина, но боятся второй волны пандемии. С отменой чрезвычайного положения в Бишкеке возникли новые неурядицы. Инфекция COVID-19 найдена и в Белом доме в Вашингтоне, и в Кремле в Москве. Во время карантина участились случаи семейного насилия. Интервью с Натальей Никитенко. Депутаты атакуют единственный детский хоспис в Бишкеке. Просьба Кыргызстана снизить цены на газ вряд ли найдет понимание в Москве. Асфальт на улицах к новому парку в Бишкеке начал разрушаться на следующий день после укладки. Неделя началась с очередного инцидента на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области у села Гокташ. Прозвучали даже выстрелы, а кыргызские военные утверждают, что с таджикской стороны был произведен и минометный огонь. Есть раненые с обеих сторон. 3 пострадавших кыргызских пограничников доставили в госпиталь Бишкеки. Их там навестил президент. Есть 2 большие проблемы. Не вся линия границы делимитирована, и когда местные жители одной из сторон что-то делают на этих неописанных еще участках, другая сторона обвиняет их в нарушении договоренностей. Чем дольше граница не описана, тем это выгоднее для таджикской стороны, так как они явочным порядком заселяются в приграничных районах, откуда кыргызские жители уезжают в Бишкек или вообще в Россию, бросая на произвол судьбы или продавая свои дома и участки за бесценок. Вторая проблема более серьезная. Намерения местных таджикских жителей и руководство Таджикистана совпадают, а вот настроение местных кыргызских жителей и центральной власти в Бишкеке не очень. Некоторые эксперты, знающие ситуацию не понаслышке, требуют принятия более жестких мер. Это очень враждебные отношения. В следующий раз могут быть и большие потери. Сейчас повезло, жертв нет, но есть раненые. Когда стреляют из минометов, может погибнуть много людей. И это не шуточки, стрелять из минометов. А что, разве у кыргызской стороны нет минометов? На такой огонь из миномета тоже надо ответить таким же огнем и накрыть точку, из которой велся огонь. Это международная практика. Отвечать соразмеренно. На неделе Верховный суд отказал Азимджану Аскарову в просьбе отправить его дело на новое рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам. Он был приговорен 15 сентября 2010 года Базар-Коргонским райсудом к пожизненному заключению за соучастие в убийстве. Джалалабадский облсуд утвердил решение 10 ноября того же года, а через год, 20 декабря 2011 года, его утвердил и Верховный суд. По рекомендации ООН Верховный суд 12 июля 2016 года передал дело для пересмотра в Чуйский областной суд, который 24 января 2017 года оставил вердикт в силе. О новом рассмотрении дела подробнее Андрей Токумбаев. В среду Верховный суд оставил в силе приговор в отношении 68-летнего журналиста и правозащитника Азимджана Аскарова, осужденного на пожизненный срок за организацию межнациональной розни, массовых беспорядков и убийства сотрудника правоохранительных органов на юге страны в июне 2010 года. Суд признал подсудимого зачинщиком и организатором одного из самых трагических эпизодов тех событий. 13 июня 2010-го в местности Топурак-Бель в Сузакском районе участники стихийного митинга отказались подчиниться требованию сотрудников милиции и разойтись, и даже избили сотрудников правоохранительных органов. Один из них, капитан милиции Мыктыбек Сулайманов, был жестоко убит. Его тело без отрезанной головы было найдено 3 недели спустя, погребенное неподалеку от места происшествия.
В том же году Аскарова задержали, и Базар-Курганский райсуд приговорил его к пожизненному заключению. Это решение осталось в силе во второй и третьей инстанциях. В 2016-м Верховный суд на основании обращения ООН отменил решение второй инстанции и рассмотрел дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Но 24 января 2017 года Чуйский областной суд вновь признал подсудимого виновным, и вердикт был оставлен в силе. Приговоренный свою вину отрицает. Против меня обвинения. Все ложь, клевета. Я еще раз клянусь Аллахом, Кораном, у меня еще лепешка. Клянусь, если я был, где совершился инцидент, убийство сотрудника милиции, если я был, пусть проклинает меня Аллах, мою семью, моих детей. Подсудимые и его защита утверждают, что главный аргумент обвинения, что Аскаров находился на месте преступления и руководил митинговавшей толпой, лишен доказательств. В Базар-Курганском районе есть 3-часовой видеозапись по факту этого инцидента. Но они этого не могут оглашать с причиной, потому что на этом видеосъемке меня нету. Сфальсифицировать они не смогут это делать, поэтому говорят, что у нас нет видеосъемки. Есть видеосъемка. Впрочем, если в убийстве Аскаров не участвовал лично, это еще не снимает с него подозрений, поскольку преступлением ведь можно руководить и не присутствуя физически в момент его совершения, утверждает сторона обвинения. Судебное решение от 24 января 2017-го Аскаров обжаловал, и его адвокаты направили жалобу в Комитет ООН по правам человека. Ранее мы направили заявление с просьбой вернуть дело Аскарова в производство первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам. Азимджан Аскаров не согласен с решением Чуйского областного суда, оставившего в силе приговор о пожизненном заключении. Суд не выполнил рекомендации Комитета ООН по правам человека, значит, правительство нарушило договоренности по ряду международных соглашений. Первое заседание по пересмотру дела по вновь открывшимся обстоятельствам прошло в феврале, а в среду здание Верховного суда, где рассматривали кассационную жалобу, еще до начала процесса осадили родственники Мактыбека Сулайманова и других потерпевших во время событий в Базар-Кургане. Не дожидаясь решения суда, собравшиеся настоятельно требовали, чтобы приговор оставили в силе. Мы приехали с родственниками, несмотря на ограничения. Если суд выпустит Азимджана Аскарова, то это позор не только всей судебной системы, но и власти. Народ не вытерпит подобное. Мы независимое и суверенное государство. Нам никто не должен диктовать свои правила, пусть это будет США или Россия. В связи с этим я от имени родственников и от тебя лично прошу президента, парламента быть с народом и оставить в силе пожизненный приговор Аскарову. При этом некоторые заявляли, что если суд вынесет решение об освобождении Аскарова, они останутся митинговать навсегда. Вы знаете, что Азимджан Аскаров – один из организаторов межэтнического конфликта. В Базар-Кургане погибли более 100 человек. Мы узнали, что некоторые НПО хотят, чтобы освободили Аскарова, и для этого предпринимают все возможные меры. Мы, конечно, не допустим этого. Надо будет, останемся тут навсегда. А вот что рассказала корреспонденту Пятого одна из правозащитников, участвовавшая в процессе в качестве независимого наблюдателя. За день до начала суда ее правозащитное движение направило на утверждение в Верховный суд список наблюдателей, желавших принять участие в качестве наблюдателей на процессе. И вот что из этого вышло. В результате, буквально перед процессом, когда мы пришли за час до судебного процесса, представители Верховного суда сообщили, что только 2 сотрудника правозащитного движения «Бедуин Кыргызстан» смогут зайти в зал. Согласно же официальным источникам, на заседании суда были допущены представители нескольких правозащитных организаций, а также группа родственников потерпевших в составе 10 человек. Но, как утверждает в интервью Пятому каналу одна из участниц, правозащитник Таликан Исмаилова, гости из Базар-Кургана имели в здании суда численный перевес. И даже когда мы дали список, хотя это по закону доступ к судебным процессам, он должен быть открыт, желающие должны зарегистрироваться, проходить мирно, к сожалению, даже получив заранее список, да, это были и правозащитники, это были ведущие журналисты, это были эксперты по правам человека, это были дипломаты, значит, посольство Великобритании не пустили. По словам Исмаиловой, во время процесса в адрес правозащитников поступали угрозы со стороны лиц, прямого отношения к делу не имевших. Это люди, которые рейдеры, мы их называем ОБОН, специальные группы женщин.
Они сопровождали, они кричали, они тыкали, они хватали. Это был такой беспредел, и мы напугались и говорим, как это так? Уже 10 лет, да? В принципе, уже должно какая-то благоприятная среда, и люди должны понять. И для мусульман в месяц Рамазана они должны быть толерантны, потому что 5 раз намаз делают. С точки зрения лидера правозащитного движения, дело рассматривалось с нарушением процессуальных норм. Мы не видели беспристрастного независимого чиновника. Это семейно-клановая система. И это очень видно, потому что они безграмотные люди. Но такого мнения придерживаются далеко не все участвовавшие в процессе в качестве наблюдателей. Конечно, декларируют очень правильные, очень гуманные вещи. Но они должны понимать, и это, кстати, вина нашей стороны, нашего государства. Мы должны были представить неопровержимые доказательства вины не только этого человека, вообще вот этой группы граждан, которые там это устраивали, обосновать, что это была угроза суверенитета, это угроза целостности, мы унитарное, целое, мы независимое государство. Это была угроза государственности, государственной безопасности и этнических сторон, как одной, так и другой стороны. При этом многие сторонников пожизненного вердикта уверяют, что независимые правозащитники защищают его неспроста. Они якобы материально зависят от некоторых таинственных третьих сил, заинтересованных в освобождении Аскарова. Почему правозащитники отстаивают интересы преступника? Потому что они получают деньги за это. И для того, чтобы оправдать эти средства, они пытаются освободить Аскарова. Мы этого не допустим, будем стоять до конца. После суда супруга осужденного, Хадича Аскарова, решила высказать свое мнение об исходе процесса в интервью Пятому каналу, но в последний момент отказалась. Как пояснили журналистам ее близкие, женщина напугана угрозами родственников Мактыбека Сулайманова и потому старается не появляться на телеэкране. По словам активистов Бирдуно Кыргызстан, родственники Аскарова испытывают постоянный прессинг представителей потерпевшей стороны. Суд должен был поставить точку в многолетнем процессе и расставить все точки над «и». На деле же этого не произошло, считает юрист Кайрат Османалиев. С одной стороны, можно понять и требования правозащитников, которые дошли уже до самого высокого уровня, да, это и Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций. Это достаточно солидная организация, которая, в общем-то, если выносит свои рекомендации, то к ним надо прислушиваться, да, надо проверять. С другой стороны, тоже присутствует некоторая ангажированность вот в этих решениях, в том числе это уважаемые организации. Сейчас Аскаров находится в исправительной колонии номер 19 в селе Джаныджер, близ Бишкека. Похоже, степень ненависти родственников потерпевших к осужденному такова, что ему безопаснее находиться в местах лишения свободы, поскольку там, по крайней мере, труднее с ним расправиться физически. Из чего следует, что июньские события 2010 года в Кыргызстане все еще продолжаются в узком кругу некоторых представителей потерпевшей стороны и их единомышленников. Их жажда мести тлеет, как пожар на торфяных болотах. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Денис Курганов, Пятый канал. Главные итоги. На неделе произошли очередные послабления введенных в конце марта карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Но жители Бишкека не особенно выполняли жесткие требования, особенно в новостройках, где отмечается больше всего новых случаев заражения. В европейских странах тоже стали отменять жесткие меры. Некоторые предприятия начали работать, но Еврокомиссия призвала страны-члены ЕС снимать ограничения постепенно и с учетом местной санитарно-эпидемиологической обстановки. Немецкий институт вакцин имени Пауля Эрлиха объявил, что в каждой стране должно быть наготове достаточно отделений интенсивной терапии и мест в больницах на случай второй волны. В США профессор Роберт Редфилд, возглавляющий Центр по контролю и предотвращению заболеваний США, заявил на слушаниях в Комитете по вопросам здравоохранения в Сенате, что эпидемия пока не под контролем. Его поддержал и главный инфекционист страны Энтони Фаучи. Мои самые большие опасения связаны с тем, что в некоторых штатах и городах открываются бизнесы и возобновляется прежняя жизнь, но там отсутствуют возможности быстрого реагирования, если и когда зарегистрируют новую вспышку заражения. Мы видим, что возрастает число инфицированных, что может привести к возникновению новых очагов эпидемии.
Опасение, что может начаться вторая волна пандемии, достаточно обосновано, особенно в Кыргызстане, где ни население, ни власти не особенно привыкли соблюдать предписанные законом правила. После отмены режима ЧП в Бишкеке на въездах в город появились посты, на которых у граждан начали требовать справки с места жительства. Но в биометрических паспортах все это записано в чипах, а в небиометрических это записано открытым текстом. Об эксцессах послаблений в сюжете Андрея Токумбаева. В Бишкеке, Аше, Джалабаде и Атбашинском районе на неделе режим чрезвычайного положения был отменен, но карантин, а с ним и чрезвычайная ситуация остались. Работа комендантов прекращена, но их дело продолжили местные органы власти. Комендантский час тоже отменен, но продолжают действовать некоторые блокпосты. Вот что рассказал об этом по снятии режима ЧП мэр Бишкека. Первое. На въездах и выездах в город Бишкек будут размещены 16 контрольно-санитарных пунктов. Посты вправе проверять температуру граждан, въезжающих в город, и при подозрении на признаки коронавируса или ОРВИ медицинские работники вправе направить на обсервацию или взять экспресс-тест. Предпринятые меры нужны, чтобы выполнить две задачи: препятствовать пандемии, которая продолжается, и не допустить возможный экономический коллапс, пояснил Суракматов. На мэрию города Бишкек возложены задачи возобновления экономической деятельности в условиях карантина. И при этом очень важно не допустить роста заболеваний COVID-19, минимизировать контакты между горожанами и ограничить передвижение по столице. С одной стороны, мы хотим остановить заражение, а с другой стороны, возобновить работу бизнеса и пополнение городского бюджета. Владельцы и работники мелкого и среднего бизнеса, а это ведь очень большой сегмент населения, давно не скрывают тревогу, граничащую с паникой. На какие средства жить, когда вынужденные карантинные меры лишили многих источника дохода? Соломоновым решением стало разрешение ряда видов предпринимательской деятельности. А вот список тех, которые запрещены. Строго запрещено проведение массовых мероприятий и деятельность центров обслуживания населения, сферы финансовых и иных услуг, сферы бытового обслуживания населения, ремонт обуви, сборка и ремонт мебели, сферы торговли, торговые центры, вещевые рынки, магазины, автомобильные рынки, частных индивидуальных репетиторов, частных семейных бань и спа-центров, общественного транспорта, спортивных залов. Те, кому разрешено работать, обязаны иметь при себе документы. Гражданам, чья деятельность входит в список разрешенных сфер экономической деятельности, необходимо иметь при себе справку с места работы, которая должна завериться печатью территориального налогового органа или печатью районного акимата. Кроме этого, индивидуальные предприниматели должны иметь при себе патент на осуществление экономической деятельности. Без всего этого владелец бизнеса и его работники не смогут даже добраться до места работы, предупреждает мэр. Допускается передвижение предпринимателей при предъявлении патента ГНИ по разрешенным видам предпринимательства, которые указаны в третьем этапе. Данная мера также даст возможность получить полную информацию по количеству, объемах передвижения в городе горожан и представителей бизнеса. Член Совета коллегии адвокатов полагает, что подобными мерами столичные власти хотят убить сразу двух зайцев. Во-первых, не дать работающим бизнесменам возможность воспользоваться отсрочкой от уплаты налогов, введенной по причине ЧС. Этим самым мэрия пытается, первое, выявить официальную статистику работающих предпринимателей. Во-первых, для того, чтобы определить, кому положены льготы, послабления по уплате тех же налогов, отсрочки, по банковским заемным процентам. А во-вторых, выявить представителей теневого бизнеса. Ну и второе, это, возможно, выявление, так сказать, незаконно действующих предпринимателей. Вот это мое мнение, конечно. Оно может быть, так сказать, дискутировано. Необходимость предъявить документы образовала очереди у дверей Государственной налоговой инспекции, что, разумеется, не способствует борьбе с пандемией, по причине которой и введены жесткие меры. Провоцируя дальнейшее распространение пандемии необходимостью стоять в очередях, власть при этом проявляет заботу до такой степени, что беспечных граждан наказывает штрафами. За появление в общественном месте без маски положен штраф в размере от 1000 до 5000 сомов. Но вирус способен проникнуть не то что через ткань, сквозь фильтр угольного респиратора. Медики наверняка меня поддержат в том, что маски и респираторы не могут
предотвратить проникновение мельчайшего вируса, который крепится там к бактерии и так далее, и может проникнуть даже через эту маску. Помимо паспорта, любому въезжающему в столицу, если он здесь работает, теперь нужно иметь при себе справку с места работы с печатью Государственной налоговой службы. Но внутри города можно появляться на улице и некоторым безработным. В исключительных случаях для безработных, для посещения родных и близких, для походов в магазин, салоны разрешается передвижение по городу при наличии заполненного маршрутного листа. Но для въезда в столицу нужно иметь еще и справку с места жительства, заверенную Домковым. Непонятно, зачем она нужна, если в чипе биометрического паспорта содержится информация о прописке, недоумевает правозащитник Динара Шурахунова. Наше население прям заставляли проходить через биометрическую регистрацию в 2015 году перед парламентскими выборами. И, конечно же, всем обещали, что будут биометрические паспорта, которые намного облегчат вообще условия для граждан при получении каких-то справок и так далее, и так далее. Как подчеркивает лидер гражданских инициатив, главным аргументом сторонников биометрических паспортов было упразднение необходимости стоять в очередях. Получается, что все уверения были блефом. Государство, которое нас принудило пройти биометрическую регистрацию, вынудила перейти на биометрические паспорта, а само оказалось не готово с этими биометрическими паспортами работать и требует от нас по старинке сбор кучи бумажных справок, это вызывает, по крайней мере, мягко говоря, такое недоумение. А с точки зрения советника Минздрава Бермет Барыктабасовой, некоторые из мер, предпринимаемых властями, не только излишни, но могут провоцировать дальнейшее распространение пандемии. Служба санэпиднадзора. Эта служба называется профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора. Вот как раз эти службы должны были определить и правила поведения, и что такое противоэпидемические меры, и как остановить эпидемию. То есть вот сейчас уже понятно, что во всем мире разные стратегии, отношения и контроль за инфекцией. И тут я должна сказать, как медик, что контроль за инфекцией и контроль над людьми – это совершенно разные вещи. В госпредприятии «Инфоком» при Государственной регистрационной службе один из разработчиков биометрических паспортов продемонстрировал процедуру считывания информации о прописке с чипа биометрического паспорта. Для авторизации требуется считывающее устройство и паспортного образца. То есть мы подключаем к этому устройству паспорт, идентификатор уже зажегся. Далее запускаем программу, которая позволяет непосредственно войти на портал. Вводим пин-код паспорта. Несколько секунд длится авторизация, и на мониторе появляется анкета владельца паспорта, в числе данных которой и прописка. В моем личном кабинете имеются данные, хранящиеся в чипе паспорта. Но беда в том, что далеко не все сотрудники правоохранительных органов владеют специальными считывающими устройствами, необходимыми, чтобы снять с чипа информацию. Эту досадную мелочь не учли инициаторы и разработчики биометрических паспортов. Впрочем, госпредприятие разработало и приложение для сотового телефона, подключенного к системе Android, которое может заменить считывающее устройство. Но опять же проблема. Не у всех проверяющих есть телефоны Android. Выходит, цифровизация до правоохранительных органов не дошла, а из-за них населению приходится по старинке толпиться в очередях, подвергая себя опасности стать очередными жертвами коронавируса. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Денис Курганов, Пятый канал. Главные итоги. Отсутствие у милиционеров необходимых гаджетов не должно освобождать их от обязанности соблюдать законы и права граждан, как и незнание законов не должно освобождать граждан от ответственности. Но факт, что вторая волна пандемии только и ждет случая, чтобы распространиться. Инфекция уже обнаружена и в Белом доме в Вашингтоне, где заразилась пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса и супруга советника президента Дональда Трампа, а также в Московском Кремле, где
пришлось госпитализировать пресс-секретаря президента Владимира Путина Дмитрия Пескова и его супругу, олимпийскую чемпионку Татьяну Навку. Вирусом также заразились премьер-министр Михаил Мишустин и еще несколько министров. Более того, все новые случаи COVID-19 обнаруживаются и в материковом Китае, и в более благополучной Японии, и в столице Южной Кореи, Сеуле, где новую напасть вроде бы уже победили. Выявление нового очага заражения помогает осознать, что даже фаза стабилизации не гарантирует нам того, что подобные ситуации не повторятся. Они могут возникнуть когда угодно и где угодно, в любом закрытом помещении, где много народу. Борьба еще не окончена. Борьба никогда не кончается. Например, в Кыргызстане в условиях карантина участились случаи семейного насилия. При этом не помогают даже новые кодексы, согласно которым милиция может выдать женщине охранный ордер, чтобы супруг даже не имел права к ней приближаться. Но применяющие насилие мужья обычно находятся в таком состоянии, что никаких охранных грамот не понимают. Наш корреспондент Андрей Токумбаев побеседовал на эту тему с депутатом Джорко Кеңеша Натальей Никитенко. Наталья Владимировна, за время карантина случаев обращения в правоохранительные органы по поводу семейного насилия, число их возросло на 62%. Я знаю, что парламент подготовил сейчас законопроект, который существенно может решить эту проблему. Расскажите о нем подробнее, пожалуйста. Да, действительно, к сожалению, проблема семейного насилия актуальна, как никогда. Она много лет уже актуальна, да, для нашей страны. Мы видим страшную статистику. В год зафиксировано более 6 тысяч случаев обращения по фактам семейного насилия. Это только то, что зарегистрировано, то есть это верхушка айсберга. Но за время карантина, за время чрезвычайного положения, когда люди оказались запертыми в 4 стенах, выяснилось, что институт семьи действительно дал существенную трещину, к сожалению, в нашей стране. И люди зачастую не только не могут найти контакт между собой, многие семьи, да, разрушаются. Сколько случаев суицида произошло среди подростков за этот период. Так и выяснилось, что проблема семейного насилия остра как никогда. Действительно, на 62% повысились уровни вообще случаев семейного насилия. Это только по городу Бишкек. Это по данным, которые дал комендант города Бишкек. Я даже боюсь предположить, как выглядит картина по всей стране, учитывая, что особенно в регионах вот такие случаи семейного насилия, они стараются все же зачастую женщины сами укрывать, не заинтересованы, вовлекать родственников, подвергаться давлению. То есть уровень скрытости, латентности этой проблемы, он очень высок. Поэтому я боюсь, что количество случаев семейного насилия даже более 62% по стране. Для того, чтобы как-то изменить ситуацию, несмотря на то, что мы приняли в 2017 году новый закон об охране и защите от семейного насилия, новые кодексы уголовные, приняли такую меру, как временный охранный ордер, где очень четко описано, вот приехал милиционер, например, по вызову в семью, где есть факт семейного насилия, он выписывает временный охранный ордер, который ограждает, должен ограждать этот документ жертву насилия от насильника. И за нарушение в Уголовном кодексе, да, статья предусмотрена. Казалось бы, проблема решена этим программам, охранным органам. Зачем тогда необходимо принимать еще дополнительные законопроекты? Мы тоже, когда принимали данный закон об охране и защите от семейного насилия, возлагали большие надежды и ожидания на временный охранный ордер. И он зачастую действует, но не во всех случаях. Например, бывают случаи, когда насильник в состоянии алкогольного опьянения, крайней агрессии или наркотического опьянения, он себя не контролирует. И, в принципе, на него любой документ произвести впечатление, скажем так, и утихомирить не способен, не может. Человек просто невменяемо себя ведет. И вот в такие моменты агрессии, а ведь очень большой процент случаев агрессии связан именно с состоянием алкогольного опьянения. И именно в этот момент у милиции, получается, по законодательству не было рычагов, как дебошира и насильника утихомирить и в момент кризиса забрать, поместить, например, в ВВС или в СИЗО, да, до 48 часов, чтобы он пришел в себя и, скажем так, мог осознанно нести ответственность за свои действия. Тут, наверное, необходимо напомнить, что в соответствии с новым уголовно-процессуальным кодексом милиция не имеет права забрать насильника. Вот, да, в соответствии с новым кодексом у милиции таких
прав нет. То есть единственное, что может сделать милиционер, это приехать и выписать охранный ордер. Но опять же, для кого-то он сработает, а в случаях, о которых я сейчас говорила, он будет практически неэффективен. И вот чтобы защитить жертв насилия от такой агрессии, да, чтобы в момент вот такого острого кризиса, когда есть реальный риск жизни и здоровью жертвы, оградить и дать возможность милиции как-то привести вот в соответствие, утихомирить насильника, такую норму ввели. Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, 504 статья, которая дает право милиционеру, приехавшему на вызов, зафиксировав, что ситуация носит угрожающий характер для жертвы. Есть ряд условий, которые, конечно, должны быть, да, что действительно есть риск, действительно человек невменяемый, ордером тут не обойтись. Тогда дается право милиционерам до 48 часов поместить человека в ВВС или в СИЗО, задержать насильника, чтобы не допустить дальнейшего совершения насилия, а порой, к сожалению, ведь и убийства, что скрывать, случаев убийства на почве семейного насилия много. Сейчас? К сожалению, достаточно много, да, то есть статистика в целом не очень хорошая по применению насилия, по тяжести, то есть есть и случаи убийства на почве семейного насилия. Поэтому мы посчитали, вот женщины-депутаты, инициаторы, что особенно проявленная проблема в период карантина, в период ЧП и ЧС, она требует незамедлительной реакции. Мы дали такие полномочия, значит, правоохранительным органам до 48 часов задерживать насильника и дебошира. И приняли сразу в 3 чтениях данный законопроект, он уже принят парламентом. И, безусловно, мы считаем, что это должно ситуацию немножко улучшить с точки зрения защиты прав жертв насилия, недопущения, нераспространения, ограничения насилия. Но этим не ограничивается государственная политика. Здесь должна быть принципиальная позиция правительства. И как раз я считаю вот недоработкой правительства, в том числе то, что во время периода ЧС и ЧП, когда люди дома, когда нужно проводить большую информационную работу патриотического характера, да, профилактического, вот здесь бы запустить ролики, социальную рекламу, государственную рекламу, ролики против семейного насилия, потому что смогли запустить систему дистанционного образования, это прекрасно, да, это новые возможности. Смогли сделать ролики со стороны МЧС, которые предупреждают о вреде, о возможностях заражения, о рисках. Смогли сделать ролики, которые призывают к гигиене, соблюдению карантинных норм. Но есть готовые ролики уже, да, и их нужно было популяризовать в отношении того, что недопустимо насилие в семье. То есть вы хотите сказать, что эти ролики уже сняты, их остается только демонстрировать? Есть, их снимали и неправительственные организации, при помощи международных организаций очень много. Даже женщины-депутаты, мы сами принимали участие как лица, которые обращались и призывали к обществу обратить внимание на проблему семейного насилия, не допускать, да, заниматься профилактикой. То есть мало заниматься последствиями, нужно заниматься и профилактикой. Вот как раз время ЧС и ЧП, когда люди дома смотрят телевизор, СМИ, вот такая работа информационная, она бы тоже, на мой взгляд, дала какие-то плоды. Но ее не проводили эффективно. И мы вот вы сейчас обращались работаем с этим вопросом? Мы поднимали не раз в правительстве, значит, этот вопрос, ставили перед правительством задачу активизировать государственную политику по профилактике насилия. Я думаю, что правительство здесь не было достаточно эффективным. Угу. Вот то, что вы говорите, ролики и различные другие, скажем так, пропагандистские меры, они относятся к повышению культурного уровня населения. Как вы считаете, вот сейчас вот насколько условия карантина, они показали уровень культуры, правовой грамотности населения? Ну, к сожалению, я думаю, мы все понимаем и констатируем, что, с одной стороны, мы значительно утратили уровень вообще просвещения в целом, да, значит, в том числе где-то и правовой грамотности, общечеловеческие ценности, судя по тем фактам семейного насилия, да, по другим фактам, суицидам, понятно, что они очень сильно пошатнулись, и с этим нужно работать не с последствиями, а именно с профилактикой, в целях профилактики. То есть на уровне государственной программы однозначно должна быть проверенная государственная политика. И, конечно, это проявило наши болячки и проблемы. Но вместе с тем период карантина выявил и то, что общество
способна к консолидации, высокий дух объединения, консолидации со стороны общественности, активистов, реагирование на проблемы, как на политические, так и на общечеловеческие. Ведь только стоило кинуть клич в соцсетях, что кому-то нужна помощь, сколько волонтеров, сколько добровольцев отзывались. То есть здесь, конечно, общество не стоит на месте. Идет развитие, да, но в этом плане идет развитие гражданских инициатив, осознание ответственности. Это очень позитивный тренд, на мой взгляд. Но это требует и, скажем, просветительской государственной политики для того, чтобы направить вот эти хорошие, скажем, силы на, значит, остановку семейного насилия, да, на восприятие культурных ценностей, на повышение уровня образования, уровня общественной и политической грамотности, понимания, как устроена наша система управления, да, и так далее, чтобы граждане более полноценно, эффективно и, скажем так, устойчиво участвовали в этом дискурсе общественном и были оснащены необходимыми знаниями. И вот такая чрезвычайная обстановка пандемии, карантина, она, наверное, вот выявила уровень правовой грамотности, уровень культурной населения. Что бы вы хотели пожелать всем кыргызстанцам вот в наше непростое время? Ну, безусловно, очень тяжелые времена, которые проходят кыргызстанцы, проходят, в принципе, граждане всего глобального большого мира. Поэтому прежде всего хочется пожелать, конечно, здоровья, выдержки, мудрости и терпения. Ведь сейчас, особенно накануне политических процессов, когда мы накануне выборов местного уровня, выборов Чагорку-Кенеш, очень легко вбросить семя раздора по разным признакам, ненависти, разжигания, скажем, определенных распри, воспользоваться политическими интересами. Поэтому мне хотелось бы призвать граждан к ответственной гражданской позиции, значит, консолидации, к недопущению, во-первых, разжигания вот таких различных негативных явлений и не позволять манипулировать своим мнением и собой определенным группировкам, которые заинтересованы это делать в своих корыстных целях и интересах. То есть быть бдительными, ответственными гражданами. А также хочу выразить благодарность всем нашим гражданам за неравнодушие, за доброту и теплоту, за глубину души наших кыргызстанцев, которых я очень люблю и уважаю. Спасибо большое. Всего вам доброго. Всего доброго, спасибо. Наталья Никитенко говорит, что нельзя позволять манипулировать своим мнением кому бы то ни было. Но вот именно такое манипулирование происходит вокруг детского хосписа, где проводят свои последние дни жизни неизлечимо больные дети. Сюда на некоторое время передают своих больных детей и те родители, которые за многие годы ухода за ними просто физически устают. Вот не осталось других проблем, кроме как нападать на этот хоспис. Более подробно в еще одном сюжете Андрея Токумбаева. Единственный в Кыргызстане пансион для неизлечимо больных детей, первый детский хоспис в Бишкеке, вполне могут закрыть. Ранее это медико-социальное учреждение попросило Минздрав помочь закупить расходные материалы для аппарата искусственной вентиляции легких. Просьбой заинтересовались в парламентском комитете по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению, а его член, депутат Евгения Строкова, увидела проблему в неожиданном ракурсе. Законно ли хоспис вообще существует? Мы поручили создать правительству комиссию для проверки хосписа. Почему мы решили, что эта комиссия нужна? Потому что хоть по утверждению руководителя хосписа Трухановой, хоспис – это психологически социальное учреждение, как она вроде бы сказала. Основная претензия депутата к хоспису в том, что учреждение это медико-социальное. А раз медика, рассуждает народный избранник, нужна обязательно лицензия на осуществление медицинской деятельности. Но я думаю, что они хорошо же владеют интернетом, и несложно было бы посмотреть в Википедии хотя бы, что такое хоспис. Это медико-социальное учреждение. И ни одно медико-социальное учреждение, медицинское самое главное, да, оно не может работать без медицинской лицензии. Но действительно ли нужна хоспису такая лицензия? Этот вопрос корреспондент «Пятого» задал специалистам отдела лицензирования Минздрава. Вот ответ медиков.
Поскольку подопечные хосписа являются неизлечимыми больными, оказываемая им помощь носит скорее социальный, чем медицинский характер. Поэтому такое учреждение не является медицинским, и лицензия на осуществление врачебной деятельности ему не нужна. Вот что ответила на этот вопрос депутата Строковой директор хосписа. И мы оказываем психологическую помощь, социальную помощь, но никак, ни в какой стране хоспис никогда никого не лечил. То есть у нас совсем другая миссия. У нас дети те, которых вылечить уже нельзя. Это приют для детей и подростков, которым нужно помочь смириться с неумолимым диагнозом и пережить все, что им отпущено на этой земле, с наименьшими страданием и болью. Рассуждать о лечении таких больных значит не понимать суть их проблемы, говорит в интервью Пятому каналу представитель одной из организаций партнеров хосписа. Работа хосписа очень важна. И он единственный у нас в Кыргызстане, детский хоспис. И вообще, и у взрослых тоже особо нет хосписа, но мы говорим сейчас о детях. Вот. И депутат, прежде чем выносить на заседание комитета, мне кажется, нужно было тщательно изучить этот вопрос, а потом, чего не понимает, уже требовать от ведомства какого-то, Минздрава или онкологии, или еще какого-то, требовать какие-то решения каких-то вопросов. Первый детский хоспис в Бишкеке начал свою работу в октябре 2015 года по инициативе и на средства общественного фонда «Помогать легко». Учреждение существует на частные пожертвования, денег за пребывание детей здесь не берут. Как сказала в интервью одному из телеканалов директор фонда Динара Аляева, суть проблемы подопечных этого приюта в том, что им отведен весьма небольшой срок жизни. И мы должны говорить о том, чтобы как повысить качество их жизни, чтобы они не страдали, чтобы они умирали, не испытывая боли, чтобы они умирали не в реанимации, а среди любящих людей. Но в разговоре с корреспондентом Пятого канала депутат Строкова искренне удивилась тем, что в этом учреждении содержатся не только пациенты со смертельным диагнозом, но и их сверстники с эпилепсией, ДЦП и другими пожизненными заболеваниями. Дескать, это психологическая травма для ребенка – узнать, что на нем поставили крест. А вот в хосписе предположили, что депутат никогда не ухаживала за такими детьми и, вероятно, не знает, что чувствуют родители, которым выпала такая судьба – ухаживать за тяжелобольным без всякой надежды на его выздоровление. Они всегда отмечают важность того, что это есть, и что мы можем помочь, что они могут оставаться с проблемой не один на один, а могут быть здесь, когда тут есть рядом люди, которые смогут им помочь. Вот, например, от чего избавил хоспис мать одной из его постоялиц. С тех пор, как я познакомилась с Олей, я стала спокойно спать. Я не боюсь, что останусь без смеси, потому что моя дочка не ест твердую пищу. Я не боюсь, что останусь без трубочек и других расходников для аппарата. А раньше я все время жила в страхе, что мои дети вдруг не смогут дышать. Заведение бесплатно предоставляет родителям постояльцев дефицитное дорогостоящее оборудование, медпрепараты. Здесь же оказывают и медицинские услуги, некоторые из которых в Кыргызстане не оказывают нигде. Когда в связи с пандемией закрыли границы, приобретать медицинские средства стало очень непросто. Поэтому хоспис и обратился в Минздрав, надеясь, что поможет государство. Надежда на помощь обернулась проблемой. Инициировавшего ее депутата трудности не страшат. Я готова уже к тому, что сейчас Facebook будет краснеть, кричать, митинговать и бросать меня грязью, но я к этому готова, потому что, видимо, этим людям только там место. Место, в котором находится сейчас учредитель хосписа, директор фонда «Помогать легко», за 1000 километров от Кыргызстана. До введения режима чрезвычайной ситуации Динара Аляева уехала по делам в Великобританию. И теперь из-за карантина пока не может вернуться в Бишкек. Но на инициативу Строковой отреагировала на своей страничке в соцсети эмоционально. Расходники для аппарата искусственной вентиляции легких нужны тяжелобольному ребенку, который лежит дома. Хоспис обеспечил своих подопечных, несмотря на карантин и закрытые границы, лекарствами почти на 200 тысяч сомов. Что сделала ты, сидя в своем теплом кресле? Сделала депутат уже немало для того, чтобы инициировать основательную проверку. Вопрос в очередной раз подняли в понедельник на заседании Комитета по социальным вопросам. Строкова возмутилась, что за аренду здания, которое занимает хоспис, он не платит. Насколько мне известно, что за это здание оплачивает муниципалитет. Вот что ответила на это журналистам директор хосписа. Здание на самом деле оно стоит на балансе мэрии. То есть, весь уход за этим зданием, он лежит на нас.
То есть мы никогда ни у кого не просили денег на содержание хосписа. Ни раз такого не было. И то есть это такая, прям ложь. Если хоспис сейчас закроют, к кому могут обратиться за помощью родители десятков детей, которым подобную поддержку, да еще в условиях карантина, ждать неоткуда? Неужели к депутату Евгении Строковой, вопрошает Ольга Труханова. Если сейчас все родители и дети, которым нужна помощь, они, конечно, могут обращаться к госпоже Строковой, если она сможет им помочь в приобретении препаратов, и во всем остальном, в оказании психологической помощи, когда им сложно, когда умирает ребенок, рядом сидит с родителями никак не она. В свою очередь Динара Аляева подозревает, что депутат выполняет чей-то заказ. Вероятно, кому-то понравилось здание учреждения, его хотят оттуда выселить под предлогом несоответствия хосписа своей задаче. Вряд ли подозрение имеет основания. Скорее всего, народный избранник просто взвалила на себя непосильную ношу. Специалист в области образования Евгения Строкова вступила не в свою сферу помощи неизлечимо больным. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги. Возможно, кто-то исполняет чей-то заказ, но существует и общий социальный заказ. За последние несколько недель мировые цены на газ упали до минимума. Например, Россия сейчас продает газ в Европу по цене от 65 до 70 долларов за 1000 кубометров. А Кыргызстан платит российскому «Газпрому» за газ более 200 долларов за те же 1000 кубометров. Проблема в том, что в Европе цены на нефть и газ меняются чуть ли не каждый день на открытых аукционах, а на постсоветском пространстве заключаются договора на год вперед с фиксированными ценами. Тем не менее, Беларусь, например, которая покупает газ у того же «Газпрома» по 127 долларов, требует снизить цены хотя бы на 20-30 долларов, но не может добиться успеха. Ту же проблему на неделе поднял и вице-премьер Эркин Асрандий во время видеоконференции между правительствами Кыргызстана и России. Он попросил вице-премьера Алексея Аверчука рассмотреть вопрос снижения цен на поставляемых в Кыргызстан российским «Газпромом» природный газ. Текущей кризисной ситуации очень резко снизилась покупательская способность у населения. И при этом серьезные изменения произошли в потребительской корзине, и немаловажную долю занимает расходы на коммунальные услуги, в том числе на потребление газа тоже. Когда наблюдается снижение мировых цен на энергоносители, на нефть, газ, и, естественно, наше население, наше общество ожидает соответствующего снижения и у нас. Позднее стало известно, что Россия, скорее всего, не выполнит просьбу Кыргызстана. Контракты давно подписаны, цены у них давно обговорены и утверждены и так далее. Та же тема поднималась и во время видеоконференции премьер-министров стран ЕС 23 апреля. И Мухаммед Калый Абылгазиев не был особенно активен на фоне других премьеров. И та же самая проблема будет обсуждаться послезавтра на заседании Высшего Евразийского экономического совета, в котором должны принять участие главы государств ЕАЭС. Чтобы требовать от кого-то изменения условий уже достигнутых договоренностей, например, как в отношениях с Комтёром, надо самим выполнять все взятые на себя официально и по умолчанию обязательства и соответствовать тому, что общество от вас ожидает. Вот открыли в Бишкеке парк имени Чолпонбая Тюлебердиева. Заасфальтировали улицы к нему, но активисты отметили, что уложен всего один слой асфальта, который настолько тонок, что уже разрушается буквально на другой день. Однако нам объяснять, что это совсем не так. Вам кажется, это трещина, но вы видите, что это не трещина. Это щебень крупнозернистый, и вот остается пространство, где не охвачен с мелкими частицами асфальта. То есть с отсевом, правильно? Это асфальт будет покрываться средним зернистым асфальтом. Тогда уже все покроется, таких мест не будет. Нас всегда и постоянно кормят чем-то из будущего. Вот будет то, будет это. А когда это будущее наступает, появляются уже новые сказки из будущего. А настоящее становится прошлым и, конечно, забывается. И никто не задаст вопрос, а зачем нанесли дорожную отметку на крупнозернистый асфальт, который совсем скоро будет покрыт среднезернистым и так далее. Они водят всех нас за нос, но так как мы не очень сопротивляемся, вся эта сказка продолжается.
продолжается. Вам кажется, что это коррупция, но это не коррупция. Нам кажется, что это асфальт, но это не асфальт. Вам кажется, что это обман, но это не обман. Нам кажется, что это дорога, но это не дорога. Вам кажется, что это нехорошо, но это хорошо для них. Им кажется, что они работают, но они не работают. И так можно продолжать до бесконечности. Вот так мы и живем. Нам кажется, что мы живем, но мы не живем. Живут другие, которые нас сживают. Это была еженедельная программа «Главные итоги». Ее вел я, Нарын Айып. Всего вам хорошего и до свидания.